по районам. Меня зовут Намсыр Манджиев, как депутат выношу очень много предложений, вот прежде всего по политической системе. Знаете, там сегодня, если рассматривать наши проблемы, то проблем в республике навалом. Начиная вот с воды, которые, да, вот сегодня здесь каналы стоят пустые, озера стоят пустые. Это практически водовод, который питает 3 района. Да? И все животноводы раньше крутились вокруг этих озер. Была рыба, была вода, водопой для скота, был камыш, заготовка и так далее. А потом кюйна хевер, мана газрин хевер, кенхен больджатку. Посмотрим. Не смогли бы помочь нашей молодежи? Они сами отремонтировали здание своими силами, хотят борцовский зал. Но у них нету вот этого борцовского ковра, маты и сам вот этот ковер. Прямо вы слышали, что Чкалов есть? Вот не можем, мы хоть кому обращаемся. Возят Чкалова отсюда. Хотя бы вот Булушны хотели попросить помочь вас. Вы, наверное, слышали, да, во всех, я отремонтировал все спортзалы и все школы. Туктуне была закрыта школа 8 лет, Чкалова была закрыта 9 лет, в Кигульте 10 лет. Я отремонтировал все спортзалы, все школы и все возможные ДК, садики, все, что можно было отремонтировать, я сделал за счет бюджета. Это не сказки, это реальный мой результат. Поэтому я говорю то, что я всегда делал и умею делать. Да? Во все эти, почему Чкалова ездите? Потому что мы купили везде ковры практически, автобусы детям. Да? Это я работал всего 4 года, 2003-2007. Неполных 3 года, 8 месяцев проработал, 2 года. И ушел. Ушел, чтобы доказать, что власть должна быть сменяемой. Нельзя бесконечность, нельзя 18 лет, как Кирсан, сидеть. Не можешь, уйди. Просидел 2 срока, хоть ты золотой, уйди, дай другим возможность. А к нам приходят люди, которые вот никогда уже давно не жили, и после этого уезжают. Да, вот кто такой Зотов? Уехал, и нету его. Это человек, который достиг своим умом, своим знанием. И, как говорится, в Гуадан чистыми руками, чистыми этим все. Просто большим уважением к этому человеку отношусь, потому что он достиг, и он хочет для республики что-то сделать. Все. Больше я ничего не могу сказать. Спасибо. Допустим, имущество у нас половина репрессировано. Это нет почти там льготников категории, которую мы убираем. Земля фиксирована, потому что она боевая. Вот 2-300 год, мы уже посчитаем, там 312 пальчиков, умножаем, это все. Весь бюджет. Бюджет раньше 50 на 50 земля делилась. Сельхозназначение, которое сейчас район распределяет, правильно, везде? Как дальше жить в муниципалитетах? Вот у нас больница, хорошая больница была. Двухэтажная, все, стационар, все разогнали. Ничего не осталось. Население больше, чем в районном центре. Сейчас вот трассу построили федерально. Железная дорога, людей полно. Ну не дай бог, что, а некуда везти человека. Возим Кочубей, Комсомольск, а там говорят, у нас мест нет, езжайте дальше. Комсомольск сейчас закрывает. Плохо. Это у вас уже есть. Сейчас хоть дорогу сделаем, можно в Астрахань поехать. Есть нефтяные деньги в бюджете, это можно делать. Это делать можно легко. Я сделал вообще, как говорится, в районе, где нефти нет. Сюда приезжает, все время говорим, больницу, люди умирают, лечиться, никто их не лечит. Старики умирают, не доезжают до района, до центра. Мы, все, мои родители, все наши все лечат, очень благодарны, такие операции делаются. Все, мы вот с мужем делали, на УЗИ, отлично, вне очереди, все прошли, все нас пропустили. А все операции, мои мамы, все там лечат. Рядом. Селенку я в детстве за Вишней ездил постоянно. Все там, большое спасибо. Но мы хотим пожелать вам, чтобы у вас все получилось. Спасибо большое, спасибо. Да, У здоровья вас все вам, получилось. всего вам хорошего. Спасибо. А если у вас получится, значит и у нас получится. Будем Все. надеяться. Будем надеяться. В 2015 году я зарегистрировал собственный тип, внутрипородный тип калмыцкого скота. Чисто породный, но
имеющие свои особенности. Все можно делать с умом, выращивать корма, правильно, но нужно организатора, который каждый фермер должен входить в вот такую систему, где его научат, как правильно выращивать корову, как из теленка получать хорошую нетель, из нетели получать хорошую корову, и так вот круговорот, как кормить, как содержать. То есть должна быть система, в которой учатся все. И вместе республика должна подниматься. Вы же знаете в селе, кто на что способен. У кого какой дед был, какая бабушка, мать, отец. Вы же в одном селе, вы должны сами определять, кто должен быть охлаче. Выборы должны быть. Именно партийных выборов, я считаю, в Калмыкии вообще не должно. Куда нас 10 человек, тут в селе 100 человек и делится на 10 партий. Вы избрали достойного человека и говорите, вот этому мы верим. Тогда только мы можем дать ему деньги, тогда можем какой-то проект сюда завести, помочь, чтобы мы уверены, что деньги не разворуют. И уверены, что вы завтра сами с него спросите. И мы увидим, что действительно вот забрежил свет. Вот то, что действительно село. У нас же Калмыкия аграрная республика. Действительно все упадки. Молодежь уезжает. В деревнях остаются одни там старики. Будущего, кажется, нет. А вот прочитав газету, действительно, вот то, что вы отвечаете на очень многие наши вопросы. Это действительно свет. Что я хочу сказать, что вот просмотрели вашу биографию, что за короткое время вы выросли, наверное, от простого человека до руководителя, и что все это пропустили через себя. Действительно, это тот человек степной, который вот прошел от до. Видимо, вы по биографии можно судить о том, что вы такой многогранный, и педагогом были, это знаете школу, в сельском хозяйстве поработали, и с нефтью связаны были. То есть вы изучили все стороны, наверное, экономики и бюджетной сферы, вот именно нашей республики. Не где-то в средней полосе России, что в степных условиях, когда нет воды питьевой обычной, которую вы знаете, что у нас даже в себе воды нет, если даже качество воды, она не отвечает требованиям. Вот, и с одной стороны мы удивляемся вашей вот такой находке, о том, что вы пытаетесь, добиваетесь, вот за короткое время очень многое добились. Если вот то, что вы построили, свое умение, которое, свое хозяйство, если было в масштабе всей республики, я думаю, мы, наверное, в республику вышли передовики. Хотела вас поблагодарить, что вы действительно приехали в маленькое селение, и мы увидели, что надежда, что что-то действительно где-то в республике переменится. Спасибо. Спасибо вам. Чувствуется у вас то, что вы знаете все отрасли. Вот я сама в сельском хозяйстве проработала 26 лет. Вы, смотрю, животноводстве, растениеводстве разбираетесь. Те, что ключевые вопросы в Калмыкии, вы все это понимаете. Вы видите все это. Это очень хорошо, когда местный человек у власти, который видит все это. И если на самом деле вы таким будете, конечно, республика только выиграет в этом плане. И мы бы, жители, хотели села, бы выиграть. Петр Архипович, а можно вам пожелание, Петр Архипович? Встреча очень полезная. Встреча очень полезная. И я считаю, что людей очень мало. Работать надо с людьми. Здесь вот депутат, администрация. С людьми вы плохо работаете. Бояться нечего. У нас в поселке такое произойдет. много? Нет. Я думаю, вот кто сидит, тут вообще все порядочные люди, добрые, неравнодушные. Мы вас просто поддерживаем. Я так вообще за ваше мужество и смелость просто благодарю вас. Спасибо. Что вы такой. Меня такой вопрос интересует. Когда народ будет достойнее жить? Мы выслушали, увидели. И мы тут тоже не такое видим. Мы видим в интернете, везде слышим, видим. Пожелаем вам удачи, здоровья, оптимизма, чтобы до конца нашу родину, Калмыкию, малую родину, чтобы патриотов побольше людей было, которые, если мы пока не начнем сами так жить,
И всем молоходцам я за понимание спасибо. У нас вот народ такой крикливый, боевой, ну, молодцы. И поэтому говорю, терпение, давайте вот надеемся, от всех, лично от меня, вам удачи и белой дороги. Спасибо. Думаю, в следующий раз вас увидеть в другом лице, в хорошем портфеле. На этом. Таких людей, как вы, мы как нация вынуждены. Будем думать, что вы нас не обманете наши надежды. Как говорите, носа не кажет, не появляется здесь в поселке за 2 года или за 4 года работы. Зачем нужен такой глава района? Александр Викторович, пожелаем здоровья, успехов, дальнейших Спасибо. продвиганий, чтоб вперед. Спасибо большое. От нас Наставолтын Баткиштаолтын сансын санантана крещи кесенкамыштын ралайучи табнода олнамиттер толя икатюват селкентер керпица харсидна мадна байтавяна тим кумбяна. От нас зависит, кому вы выберем, соответственно, так и мы и будем жить. Это уже жизнью доказано, да? Поэтому я думаю, цагаан хаалтаа болтон кежеха керектен пиццлар.